У сёмы раз польскія паломнікі праходзяць хрэсным ходам з Польшчы ва ўкраіну. З храма Святой Тройцы ў Гайнаўцы пачалі 630 чалавек. Да іх далучыліся паломнікі з Беларусі і Расіі. У Брэсцкай крэпасці удзельнікам хрэснага ходу паказалі храм свяціцеля Мікалая Цудатворца. Потым паломнікі рушылі ў жаночы манастыр нараджэння Найсвяцейшай Богородицы. Вообще этот крестный ход – это отголоски того крестного хода, который совершался еще до начала войны. Предки тех потомков, мучеников подляжских, которые были в Польше, они решили ходить в крестный ход в честь Божьей Матери в святой град Почаев. Там находится Почаевская Свято-Успенская лавра. Увесь шлях пілігрымаў з польскай Гайнаўкі ў Свята-Успенскую Пачаевскую лаўру Тернопольской области Украины складае каля 500 километров. Идет с нами множество народа из Польши, Беларуси, Украины. Нас соединяет одна вера, вера православная, с которой мы идем в лавру, мы молимся, благодарим Бога, стараемся, чтобы подкреплять других нашей верой, уповать на Бога, да. Присоединяются разные люди из разного возраста, но все мы одними устами, единым сердцем возносим молитвы Господу Богу. Да. Молиться по ходе своего хрестного шляху – головное правило для паломников. Мы начали крестный ход с города Гайновки, это в Польше, на окраине Беловежской пущи. Надо самому пройти этот крестный ход и дойти к Святой Лавре Почаевской. И какую радость тогда ощущается, то не в состоянии этого рассказать. Иду уже пятый год. Первый год, как мы шли, to było takie nowe. Jak my szli niektóre godziny po 70 kilometrów, po 60. Ludzie pytają się nas, jak wy szli, jak wy przeszli. My mówimy, że my nie znamy. Na nas Matka Bożenka była. Nas prowadzaje. Matka Bożenka nami сохраняет от всякого зла. Крестный ход – это такое счастье, такая благодать, это такая радость, потому что мы все вместе, мы едины, мы читаем молитвы, мы поем божественные песни, с нами все ангелы-хранители, все святые, Матерь Божия и Отец наш Небесный. И как мы на крестном ходе такие счастливые, довольные, радостные, и мы в жизни должны быть такими с духовной радостью. Да польскіх паломнікаў далучыліся аўтамабільны хрэсны ход Святая Русь, які пачаў сваё малітоўнае шэсце з Магадана. По маршруту сейчас это посещение Крещения Руси 28 июля, посетить это Печорскую и также Почаевскую лавру. У нас иконы вот Почаевской Пресвятой Богородицы, которую мы высоко чтим, это с Магадана икона передана, и мы тоже хотим это посетить с Божьей помощью. До 4 жніўня хрэсны ход прыбудзе ў лаўру для ўдзелу ва ўрачыстасцях, прысвечаных святкаванню Дня памяці Пачаеўскай іконы Божай Маці. Святочную літургію ўзначаліць мітрапаліт Кіеўскі і ўсія Украіны Ануфрый. Алеся Семеновская, Александр Сівецкі, телерадиокомпания «Брест».